Добрый вечер, дорогие друзья! С вами программа «История одного шедевра». В любом направлении человеческой деятельности всегда есть пионеры. Это те, кто написал первую статью или первую картину, создал первое исследование или сочинил первую мелодию. И у такой фундаментальной на сегодняшний день науки, как обоеведение, тоже есть свой основатель. С полным правом можно сказать, что современное казахское обоеведение базируется на трудах писателя и ученого-филолога Каюма Мухамедханова. Человек нелегкой судьбы, сполна хлебнувший горести 20 века, Каюм Мухамедханов, тем не менее, никогда не предавал свои идеалы. С молодости, очарованный гением великого Абая, он начал разыскивать архивные данные, задумав создать научную биографию поэта. Кроме того, Мухамедханов пристально изучал творчество и судьбы последователей Абая, его учеников, поэтов абаевского окружения. Из этих материалов впоследствии была создана работа «Литературная школа Абая». О замечательном писателе и поэте, талантливом ученом, о его эпохальном литературоведческом исследовании расскажет наша сегодняшняя программа. Основоположником казахстанского обоеведения по праву считают Каюма Мухамедханова, человека, который всю свою жизнь посвятил исследованию творчества Абая, не только, конечно, Абая, но его называют основоположником обоеведения. И две свои диссертации он защитил по теме «Литературная школа Абая» и «Поэты Абаевской поры». Научным руководителем этих двух диссертаций был Мухтар Омарханович Ауэзов. Выдающийся казахский ученый и поэт Каюм Мухамедханов родился 5 января 1916 года в Семипалатинске. Дом его отца, Мухамедхана Сейткулова, был настоящим культурным центром. Там собиралась интеллигенция, творческие люди, там читались романы, пелись старинные песни, участниками кружка «Ес Аймак» ставились спектакли. В разное время там бывали и сам Абай, и Шакарим, и Мухтар Ауэзов, и Султан Махмуд Торайгыров, и Мыржакып Дулатов. В этом доме Каюм Мухамедханов видел алашардынцев. И вот сохранить память родового дома, сохранить совесть и честь родового дома, вот это то, что было воспитано в семье. Сам Каюм Мухамедханов вспоминал, что отец создал в доме атмосферу духовного и интеллектуального общения. В 1937 году Мухамедхан Сейткулов был расстрелян как алашардинец, как сподвижник Алашарды. И в это время Мухтар Ауэзов поддержал молодого талантливого ученика. Он его называл «мой младший талантливый брат Каюм». Он ему верил, он видел вот совесть, честь, порядочность и огромный талант. В 1941 году Каюм Мухамедханов с отличием окончил факультет казахского языка и литературы Семипалатинского пединститута имени Крупской, ныне имени Шакарима. Еще будучи студентом, он начал преподавать в вузе. Педагогическая деятельность его продолжалась до конца жизни. Совмещая преподавание и науку, Каюм Мухамедханов полностью отдается работе, которую начал вести еще в юности. Это изыскание и анализ текстов, принадлежавших Абаю и его ученикам. Казалось бы, судьба была благосклонна к молодому ученому. Он занимается делом всей своей жизни, его напутствует сам Мухтар Ауэзов. Мухтар Ауэзов в 1937-1938 году дает Каюму Мухамедханову 3 грандиозных задания, титанических труда, которые может выполнить институт в течение многих десятилетий. Первое – создать музей Абая, первый в истории Казахстана музей Абая, открыть литературную школу Абая и сохранить чистоту оригинального текста Абая. И вот представьте себе, что в советское время обоеведение как таковое в литературоведении было под запретом. И в советское время Мухтар Ауэзов своему ученику, 20-летнему Каюму Мухамедхану, дает поручение заниматься определением и с такими, знаете, вот для советского времени, с осторожными, но имеющими в виду прояснение истины, что такое окружение Абая. Кто был Абай, что такое обоеведение. Каюм Мухамедханов в эти годы принимает активное участие в организации Государственного литературно-мемориального музея Абая в Семипалатинске. Создать музей с нуля означало многочисленные поездки по пыльным трудным дорогам в аулы, беседы с очевидцами жизни Абая и его учеников,
поиски предметов быта, которыми они пользовались, их одежды, книг и рукописей. Вместе со своим другом и коллегой Борисом Акерманом он собрал более 500 экспонатов для музея. Сейчас в это трудно поверить, но за Абая надо было бороться всегда. Имя Абая пытались смешать с грязью в те года. В музее Каюм повесил портреты родителей Абая, его учеников и последователей, выставил восточные книги и рукописи. Позже, в одной из многих клеветнических статей, все эти экспонаты были названы хламом, «Очистить музей от хлама». Так называлась статья 1951 года. Каюм тогда отвечал: «Разве в музее Пушкина, Толстого нет портретов их родителей?» В течение многих лет, начиная с 1940-х годов, Каюм Мухамедханов заботился о сохранении могилы Абая. Добивался реставрации зимовки в Жидыбае. Само понятие «литературная школа Абая» было введено в казахское литературоведение, естественно, Мухтаром Ауызовым. Но провести вот эту огромную работу изыскательскую нужно было восстановить все имена учеников Абая, написать их научно-творческие биографии. Нужно было создать источниковедческую базу, то есть все произведения учеников надо было восстановить, поднять их, доказать текстологически, какое произведение принадлежит кому, и подготовить их к печати. Вот это был грандиозный труд, которым Каюм Мухамедханов занимался 12 лет. Молодой Каюм Мухамедхан писал эту работу в 50-е годы, потом был репрессирован. 60-е, 70-е годы все это замалчивалось. Молча кто-то цитировал, но это не приветствовалось. И только получив независимость в 1990-е годы, Каюм Мухамедханов при жизни смог выпустить Абайт Нахн Шакыртері, то есть то, что он все эти годы носил в сердце, из-за чего он и в тюрьме сидел, и страшный этот холод репрессий испытал, молодый, будучи 20-летним ученым. Он при жизни издал 4 тома этой книги, в которой он обосновал, кто является учеником Абая, начиная его сыновей. Журналист и писатель Алла Белякина, автор документальной повести о Каюме Мухамедханове под названием «Человек-легенда», пишет в своей статье «Белые пятна истории», как Каюм Мухамедханов трудился над своим эпохальным исследованием. Делать надо было одновременно много. В многочисленных экспедициях записывать воспоминания старцев-очевидцев, жизни и творчества Абая и его учеников, восстанавливать произведения, сохранившиеся в устной форме, искать письменные произведения и по кусочкам, по отрывкам восстанавливать методом текстологического анализа их принадлежность перу данных поэтов. А время поджимало. Уходили очевидцы, забывали стихи, исчезали рукописи. А ведь это был огромный и значительный пласт казахской культуры. Заслуга семипалатинского ученого состояла и в том, что он впервые сформулировал и обосновал само существование литературной школы последователей Абая. Это стало открытием своеобразного моста между дореволюционной и советской казахской литературой, соединившего ранее разделенные бездной неизвестности эпохи Абая и советской казахской литературы. И я думаю, что в этом и проявляется патриотизм ученого, гражданина, что он сделал все для того, чтобы внести в историю все те значительные события, которые на этой земле происходили, и обнародовать и увековечить имена тех людей, которые на этой земле, на Семипалатинской земле, родились, жили, творили. Этому он посвятил всю свою жизнь. Диссертация Каюма Мухамедханова «Литературная школа Абая», вышедшая затем как монография, создавалась как уникальное научное исследование. Ведь в основе ее были еще и неопубликованные на тот момент рукописи поэтов Абаевской школы, большую часть которых нашел сам ученый. Мажид Даулетбаев, Уайс Шандыбаев – это тоже поэты, кого считают учениками Абая, и о творчестве которых достаточно вразумительно написал Каюм Мухамедханов. Я полагаю, это очень весомый вклад в историю казахской литературы. Я представляю, какого труда стоило Каюму Мухамедханову
собрать материалы, собрать произведения этих поэтов и сделать их доступными для массового читателя. В те времена это было все не так просто. Уже в 1940-е годы найденные Мухамедхановым труды учеников Абая были введены в научный оборот. Сейчас произведения учеников Абая известны всем. Их изучают в школах и вузах. Акылбая, Дагестан, Зулус, Хиса Жусу, Магавьи, Медгат Касым, Янли Кибек, Кокбая, Сабалак, Кенисары Наурызбай, Осета Салиха Самен и его перевод Евгения Онегина. Арипа, Бержан и Сара, произведения и переводы Турагула, Муки, Аубакира и многих других учеников и алашардинцев, последователей Абая. Каюм сумел провести связи с русской, западной и восточной литературой и культурой, которые повлияли на творчество учеников Абая. Например, влияние поэм Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и «Кавказский пленник», Лермонтова «Мцири и демон» на творчество Акылбая и Магавьи в произведениях «Дагестан» и «Медгат Касым». Влияние романа «Копи царя Соломона» Хагарта на произведение Акылбая Зулус. Кроме того, ученый выявил все случаи влияния восточной культуры и самого Абая на творчество учеников. В 1951 году молодой ученый завершает диссертацию «Поэтическое окружение Абая. Ученики Абая». Защита диссертации происходит в здании Академии наук под руководством Мухтара Мурханчаузова. Через несколько месяцев пишутся доносы молодого ученого. В этом же году зимой подвергают репрессии, он посылается в Макинку, Целиноградскую область, где страшные зимы, только за то, что он осмелился в советское время говорить о том, что есть поэтическая школа Абая. Мухтар Ауэзов пытался урезонить своих коллег на защите диссертации Каюма Мухамедханова. Все, что делалось в абаеведении, что достигнуто в нем, вы хотели отменить одним росчерком пера, причем не внося ни одной доли труда, не давая ни одной научной работы по этому поводу. Сегодня вы хотите отрубить от Абая его литературное окружение вместо того, чтобы проследить, продумать и записать исследовательскую серьезную работу. Это вам нужно не для научного интереса, а чтобы ущемить молодого научного работника, который серьезно проработал в течение 12 лет и сегодня показал, что он, безусловно, талантливый, старательный исследователь. В советское время признавалась только одна школа – школа марксизма-ленинизма. Какая может быть школа Абая? Это буржуазные националисты, это религиозные деятели, кричали, даже не читая произведения, приспешники власти. И за эту науку ученый был репрессирован. Отдельные литературоведы Казахстана допускали грубую политическую ошибку, проповедуя антинаучную, буржуазно-объективистскую концепцию так называемой поэтической школы Абая, писалось в разгромной статье газеты «Казахстанская правда» 13 октября 1951 года. Вскоре Каюма Мухамедханова арестовали. Во время допросов он был подвергнут пыткам. Горячая камера, холодная камера, иглы под ногти. От него требовали отказа от школы Абая и клеветы на Ауэзова. Но он не предал Абая, не предал своего учителя Ауэзова, твердо стоял на своем. Школа Абая есть. Вспоминая об этой тяжелой поре своей жизни, Каюм писал: «Человек умирает всего лишь один раз. Я тогда думал так: если я и погибну, то что моя смерть, когда такие люди, как алашевцы, погибли? Лучше умереть, чем клеветать. Как можно было бы жить с такой ложью?» Ученого осудили на 25 лет лагерей. Каюм Мухамедханов пробыл в Карлаге 5 лет. В 1954 году вышло постановление о реабилитации, но освободили Мухамедханова из заключения только в 1955 году. Родная земля, золотая колыбель, из гнезда твоего вылетел я. Пока глаза мои не сомкнутся навек, как могу я жить без тебя? Возврати к себе, родная земля Семея, и на небольшом кусочке твоем свободно и просторно будет мне. Это стихотворение было создано Каюмом Мухамедхановым в 1952 году в Карлаге, в самое трагическое время его жизни. Он был приговорен четверть века провести на каторге. И за что?
за то, что всегда говорил правду, за то, что по крупицам восстанавливал культурное наследие своего народа. Честь, совесть, долг всегда были для ученого священными понятиями. Каюм Мухаммедханов никогда не отказывался от своих слов, а отвага этого человека вошла в легенды. Проявил высокое мужество, когда пытался публиковать труды учеников Абая. Он проявил большое мужество, когда в тюрьме навещал сына Шикарима Кудайбердиева. Он много сделал для того, чтобы собрать все сочинения Шикарима, потому что когда Шикарим был расстрелян, все его имущество личное, фотографии, рукописи, документы были уничтожены. И составило большого труда, конечно, Каюму Мухаммедханову это собрать. Писатель, переводчик, литературовед Герольд Карлович Бельгер так писал о Мухаммедханове. Каюм Мухаммедханов является одним из блистательных и признанных нравственных и интеллектуальных авторитетов нации, считая, что жизнь и деяния его – немеркнущий пример служения Родине и народу. Личность Каюма Мухаммедханова – это личность ученого, который искал истину, писал то, что нужно будет во все времена, потом в наше время и потом после нас, и знал, что за это ничего хорошего ему не будет. То есть бескорыстное служение науке, и в частности, вот начало абаеведения в советское время связано только с именем Каюма Мухаммедханова. Тому человеку, кто познал Абая и каждый свой шаг сверяет по нему, гораздо легче будет преодолевать жизненные невзгоды. И ему не надо никаких других моральных кодексов, только побольше бы таких людей. Так сам Каюм Мухаммедханов определял место Абая в своей жизни. Это высказывание можно было бы посчитать наивным пафосом, влюбленного в предмет своих исследований ученого. Можно было бы, если бы за каждое из этих слов Каюм не заплатил своей свободой, своим здоровьем, своим душевным покоем. А проповедуя и исследуя Абая, Каюм Мухаммедхан доказывал, что есть Абай, есть классика казахской поэзии, то есть есть определенный этап ее развития, есть определенная культура и цивилизация. И вот самое главное – это отстаивание того, что Абай – это лицо и дух казахской литературы. И Каюму Мухаммедханову принадлежит такое открытие в литературоведении. Он сам лично восстановил 31 стихов Абая, доказал их текстологически, анализируя как литературовед. И кроме этого он для подпорки своей мысли опирался на труды Букейхана и своих современников. 31 стихов, которые мы сейчас имеем в двухтомнике Абая, они найдены, доказано, что это стихи Абая и проанализированы текстологически, научно выверенными фактами именно литературоведом Каюмом Мухаммедханом. В 40-е и 50-е годы Каюм Мухаммедханов работал в Алма-Аты по приглашению Ауэзова, а в 90-е годы по просьбе правительства Республики Казахстан подготовил к публикации в Алма-Аты юбилейное издание Абая к его 150-летию. В 1995 году впервые был издан двухтомник поэта с научными комментариями Каюма Мухаммедханова ко всем произведениям Абая. Однако Каюм Мухаммедханов остался в памяти благодарных потомков не только как блестящий литературовед и основатель научной школы абаеведения. Если мы говорим о Каюме Мухаммедханове как о педагоге, он воспитал замечательную школу ученых, которые достигли больших высот в науке, в литературе, в культуре своей страны. Если у Абая была литературная школа, у Каюма Мухаммедханова тоже есть своя школа последователей. Каюм Мухаммедханов сохранил оригинальное слово Абая, которое искажалось в советских изданиях в течение многих десятилетий. Установил все имена учеников Абая, написал их биографии, нашел их произведения, которые в конце 1930-х годов могли исчезнуть навсегда, как и произведения самого Абая. Им опубликовано несколько книг,
а также более 800 научных статей на темы абаеведения, шакаримоведения, ауэзоведения, истории Алаш-Орды. Мурат Ауэзов так писал о значении научной деятельности и личности Каюма Мухаммедханова. Каюм Мухаммедханов – это святой человек. Мы все перед ним в долгу. Это мужественный азамат, переживший ужасы репрессий, но не предавший своего учителя и их с учителем идеи. Каждое его слово, каждая запись, будь то воспоминание, фото, любая заметка, все должно быть сохранено, внимательно изучено, потому что это дает понимание самой идеи Алаш. Мухтар Ауэзов и Каюм Мухаммедханов – это великий учитель и великий ученик. И что парадоксально, уже в 1996 году за литературную школу Абая, за текстологию Абая и другой вклад в абаеведение, в казахскую науку, культуру, он был удостоен государственной премии. Все звания, официальные титулы, все это пришло. Но надо было быть молодым человеком и верить в историческую правду. Значение исследований Каюма Мухаммедханова в казахском литературоведении невозможно переоценить. В своей диссертации «Литературная школа Абая» он первым обосновал само существование литературной школы последователей поэта, воссоздав таким образом целую эпоху. Ведь слово «гения» никогда не падает в пустоту. Его ловят прежде всего современники, которые затем и передают эту эстафету прекрасного в будущее. С вами была программа «История одного шедевра». Увидимся через неделю. Будьте счастливы.